Спрос на некоторые продукты питания в Коми увеличился на 50%. Такую статистику дает один из крупных ритейлеров региона. При этом в магазинах не найти сахарного песка. Полки попросту пустуют. Похожая история с гречкой и другими товарами первой необходимости. Стоит ли бить тревогу, закупаться впрок, и действительно ли нам грозит продовольственный дефицит? Александра Головина сходила в магазин. Приближаемся к полке с сахаром. Эксперимент в прямом эфире. Сыктывкарка за 4 минуты успевает проинспектировать сразу 2 магазина разных крупных торговых сетей. И результат, что называется, налицо: пустые полки и полное отсутствие сахара. Фото и видео торговых точек с разных концов столицы республики тут же разлетаются по интернету. Дальнейшая реакция ожидаема. Горожане ринулись в магазины. Муки нет? Муки нет. Ажиотаж такой. Сами люди навели, скупают все с полок. Вот не можем купить сахар уже сколько дней. Гречки нет. Муку хотела купить по килограмму, все время покупаю. Муки тоже нет. Ну, люди-то почему переживают так? Я не понимаю. Я никогда запасов никаких не делала. У меня, как я раньше покупала набор какой-то, вот я это и покупаю. У меня стабильно вот одно и то же. То есть я как с 2 сумками ходила, так и хожу до сих пор. Люди же запасаются, как всегда у нас, да? А вы запаслись? Нет. Нет, не стали Я закупаться? немножко, чуть-чуть. Сахар 5 килограмм взяла, потому что у меня варенье. Есть. Для нас все хватает. Тот самый случай, когда спрос рождает не предложение, а искусственный дефицит. И мы это уже проходили. Вспомните, как люди массово скупали во времена локдауна гречку и туалетную бумагу. Тот опыт и вынудил ритейлеров и в этот раз ограничить количество отпускаемого товара в одни руки. Ритейл, конечно, наблюдает повышенный спрос, и я бы даже сказала спекулятивный спрос на отдельные виды товаров длительного срока хранения. Товары бакалейной группы, они приобретаются мелким оптом для последующей перепродажи по, возможно, более высокой цене. Чтобы вообще исключить спекулятивный спрос, с 5 марта мы лимитировали отпуск товаров повседневного спроса, товаров социально значимых в одни руки, не более 5 штук, либо не более 5 килограмм. Речь про сахар, гречу и куриную тушку. Еще раз, дефицита этих товаров нет. Склады обеспечены всем необходимым. Информация от ритейлеров. Поставки круп, макарон, сахара и консерв увеличили на треть, бакалеи на 10%. В любой момент торговые сети готовы нарастить объемы, и это касается всех товаров. Почему люди закупаются впрок? Ну, я подразумеваю. Потому что обеспокоены тем, что товара не будет, что вырастет в цене. Я сказала о том, что товар будет, он поступает, он у нас рассчитан, он поступает уже более чем в объемах нормальных продаж. По вопросу так скажем, повышению цен, я скажу, что мы держим наценку на максимально низком уровне. Цена на эти товары останется не выше 5% наценки. Существенного повышения цен здесь тоже не прогнозируют. Сейчас на полках 80% товаров российского производства. Судьбу импортного остатка пока предсказать сложно. Подросший ценник тут же отразится на покупательском спросе. Сейчас все магазины работают в штатном режиме, ставку делают на локальный ассортимент. А еще упрощают логистику и продвигают собственные торговые марки. Александра Головина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.